подписчики, не забываем ставить лайк, подписаться. Я хотела это вам рассказать. Насчет это ребенок, который помочит это ночами, да? Часто писает это ночью. Это со мной тоже было. Мой ребенок тоже маленький это было. Тоже это, как это, часто это как это писала ночью и помучила. А это я сама это знала, что с ней происходит, потому что много факторов риска, что ребенок ночью это как это мучить. Это один фактор риска, что ребенок, когда очень сильно устает, и ночь как это, когда хочет помочь, не чувствует, и как это на месте как это все это освободить, освободить. Извините, это русский язык, это не мой родной язык, как это часто, как это, так это со мной случится, извиняюсь. Ну, как это, мочить это потом на месте, на постели. Вот. Еще это факт риска, что если ребенок испуган, если кто-то напугал ребенку тоже, или ребенок, смотря какой-то фильм, какой ужасный, криминальный, да, мультик, какие страшилки, тоже это будет фактор риска, что ребенок ночью это помочит. С такими детьми как это надо будет? Читать дуа, молитва, это помогает. Да. Потом я читала своего ребенка, молитву читала, Коран читала возле уха. И ночью, как это сама, как это потом это будильник поставила, как это, как это водила в этот туалет. Вот при этом с такими это способами перестала это мой ребенок, как это мучить ночью. Вот недавно это моя знакомая, тоже врач, она вот тоже задала вопрос где-то 3-4 месяца назад, что ее ребенок тоже так. Я ей сказала, что, ну, спрашивала, это она мне здесь соврала, ее ребенка. Я сказала, что, скорее всего, это твой ребенок, он испуганный, какой-то фильм страшилки он смотрел. Ну, я знаю, что они, это папа, мама, ребенка как это ну, нормально она воспитывает. Они не пугают, не бьют, ничего. А потом она сказала, хорошо, я сначала это отвезу в больницу. Она отвезла в больницу, нейропатолог. Еще заикаться, и заикается это ее это ребенок. Как это логопеда она отвезла, нейропатолог, это почки проверяли, это центральную нервную систему тоже проверяли, все проверяли, все анализы дали, обследовали, все прошел это ребенок, все норма. Со стороны медицины все норма. А что у него, как я сказала, ну, как я сказала ей, что вот ребенка надо почитать, просто почитай сама сура перед сном, возле его уха справа. Или руку положи, правую руку на голову ребенка, почитай. Все это ребенок как это поправится. Теперь спустя 3 или 4 месяца она вышла на связь, говорит, вот так, так, так. Я ей сказала, я же тебе диагноз ставила твоего ребенка. Ты уже второй раз ко мне ну, обращаешься. У меня это был, есть опыт насчет таких детей. Поэтому я смогу спокойно как это диагноз ставить таких дети, которые они мучат. Ну, на основе это анамнез собираю я, анамнез, история это жизни, история болезни и потом диагноз. Мы, фельдшера, имеем право диагностировать, диагноз ставить, лечение тоже имеем право. Я же фельдшер. Вот. Поэтому теперь вот вчера она еще спрашивала, я ей назначила, а теперь вот они будут лечить. По-нашему, как это, по сунне. Почитать эту суру, потом сделать хиджама тоже это не помешало бы одно другого, потому что хиджама это циркулирует наша кровь в организм, и ребенку тоже. Там есть точки 1, 55, 45, 46 и 8 точка. При вот этой, когда ребенок мочит или как это заикается. Да, заикаться это ребенку тоже это, если
медикаментозное лечение не лечится, никаких результатов не даст, обязательно надо как это читать молитву и сделать хиджаб. Да. Это я от своего опыта говорю. Я много таких детей лечила и знаю. Я что говорю, я все из своего опыта говорю, я свои это реально я говорю, что но в хиджаме это, больше 200 хадисов есть про хиджама, что в хиджаме есть исцеление, в хиджаме есть исцеление, в мьоде есть исцеление, в черном тмине есть исцеление. Да. А про хиджам еще отдельная история, что про Муса, когда он было это вознесение, это Исра Мироч, когда при провожении, когда он говорит, поворачивал, на какую сторону не поворачивал, все ангелы сказали мне: о, Мухаммад, скажи свою эту умму, что они сделали хиджам. А теперь в нашем веке, это 21 век, хиджама распространена везде. Во всем мире они знают уже про хиджаму. Практикуют это, как сказать, в всем этой стране мира. А я хиджаму практикую с 2008 года уже. Сколько будет? 18 лет. Вот март будет 18 лет. Было 18 лет я практикую хиджаму. Да. Не забываем ставить лайк, подписаться, поделиться. Это в дальнейшем будет очень интересное видео насчет здоровья человека, насчет это нашей религии, насчет все, что я вот это вкладываю видео для вашей, как это, просмотра, иншаллах. Лайк, подписаться и как поделиться. Еще раз повторяю, потому что не забыли, пожалуйста.